Алхамдулиллахи Раббил Алямин. Вассалату вассаляму аля ашрафил анбияи валь мурсалин. Набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Аллахумма аллимна ма янфауна. Ванфа'на бима аллямтана ва зидна ильма. Амма ба'д. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Недавно, разговаривая с братьями, вообще в целом с прихожанами, вот по поводу того, что именно людям нравится слушать, что именно укрепляет их веру, что именно им помогает. Один из братьев, джазаллаху хайран, он выразил такую мысль, то что вот все мы, когда приходим в ислам, кто-то родился мусульманином, альхамдулилля, а кто-то до этого был не мусульманином. И вот когда он становится мусульманином, нету ни у кого какого-то единого пути. У каждого свой путь. Кто-то через какие-то трудности, через какие-то окольные пути, да? Кто-то, допустим, через какие-то наставления близких родственников, друзей и так далее. Но путь к исламу у каждого он свой. И иногда, когда мы размышляем над тем, как другие люди приходили к исламу, это нам дает некую силу, энергию. Это мотивирует нас. Почему? Потому что когда человек достигает чего-то трудными путями, это ему очень сильно становится ценным. Когда человек, вот даже заработная плата, если он в поте лица работает, старается, трудится, да, и получает за это зарплату, он эти деньги быстро тратить не хочет, потому что он знает цену этим самым деньгам. А когда вдруг на голову сваливается большая сумма, как правило, это дети, которые отец, мать их одарили всем, и они не почувствовали той самой тяжести, каким путем это все пришло, да? Или же, допустим, вот сейчас мы слышим же, да, в мире там, тут лотерею выиграл, там что-то там поучаствовал, что-то ему дали, да? То, как правило, в этих деньгах нету бараката. Они быстро уходят, они быстро тратятся, и люди не знают цену этим вещам. И точно так же и наша жизнь. Когда человек приходит к исламу сложным путем, он начинает чувствовать ценность веры. И даже когда после этого в его жизни могут случаться какие-то пертурбации, какие-то там потрясения, изменения, он очень стойко переносит эти самые изменения и эти самые трудности. И поэтому, альхамдулилля, вот сегодня я хотел бы вам рассказать про историю жизни знаменитого сподвижника Сальмана аль-Фариси. Сальман Перс аль-Фариси – это его прозвище по его происхождению, потому что он был персом и родился далеко в Персии, и какой он проделал путь для того, чтобы встретиться с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и познать вот ту самую именно сладость веры и сладость того, то, что вот он сейчас достиг истины, вот он сейчас дошел до последнего пророка. И поэтому, альхамдулилля, такие истории, они должны нас радовать, они должны нас мотивировать. И в первую очередь, конечно же, радовать нас тем, что мы сами для себя избираем какие-то выводы, полезные выводы. Не для того, чтобы, вот историю послушал, Вагаз Хазрат рассказал там и так далее. Это было не про меня, это было про кого-то другого. Вот он пусть исправляется, у меня все так, и так все нормально. Знаете, это на самом деле очень большая ошибка. И поэтому даже вот некоторые специалисты, которые вот ораторского искусства, да, которые рассказывают, как правильно делать хутбу, они говорят, признаком удачной, успешной хутбы, это когда слушающий хутбу говорит: Хазрат про меня рассказывал, Хазрат все про меня говорил, да, субханаллах, он теперь меня опозорил перед всеми, да. И знаете, точно, я про вас рассказываю, про каждого из вас рассказываю, да? И все равно мы должны воспринимать это именно для себя, чтобы исправить самих себя, получить для себя пользу, да? И сделать выводы именно для себя. Сообщается в достоверном хадисе, который приводится в сборнике Муснад имама Ахмада, что Абдуллах ибн Аббас рассказывал, как ему
Сальман Аль-Фариси, оба они сподвижники, и они делились своими историями, своей жизнью, своим путем. Да? И как ему Сальман Аль-Фариси рассказывал, как он пришел, как он достиг Медины, через что он прошел и что в итоге стало. И Абдуллах ибн Аббас говорит, Сальман Аль-Фариси рассказывал мне о себе. И он говорит, я был одним из персов из города Исфахан. Исфахан, он сегодня так и называется, Исфахан, да? И из этой области, из деревни, которая называлась Джаи. И мой отец был главой этой деревни. И я был самым любимым созданием Аллаха для него. И он меня так сильно любил, то что постоянно заставлял меня находиться дома. Не выходить из дома, да, чтобы ничего там не случилось там и так далее. И я, говорит, всегда находился рядом с огнем. То есть в Персии в то время, да, был зороастризм, они поклонялись огню. И один из обрядов поклонения у них, то что в доме должен храниться очаг огня. Никогда не должен потухать. И он назначил меня ответственным за этот огонь. И в то время, говорит, я очень сильно углубился в зороастризм, в эту веру в огонь, в огня, да, и стал хранителем этого огня, который постоянно разжигает огонь и не позволяет потухнуть этому огню даже на маленькое время. И у моего отца, говорит, было очень большое имение. Очень большое имение, и однажды, когда он отвлекся строительством, он сказал мне: «О, сынок мой, поистине я сегодня занят стройкой, и у меня нет времени уследить за всем. Ты сходи и посмотри все имения, все ли все в порядке, все ли хватает и так далее». И приказал еще мне кое-что сделать. И после этого я отправился по его имению ходить, смотреть, и достиг одного места, где христиане собрались в каком-то доме и пели, то есть религиозные какие-то песнопения. И когда, говорит, я услышал это, зашел к ним и посмотреть, чем они занимаются, и мне их молитва так, говорит, понравилась, и я тут же пожелал стать такими же, как они. И я сказал: клянусь Аллахом, это лучше, чем та религия, на которой я сейчас. То есть лучше, чем зороастризм. И я находился вместе с ними до самого захода солнца. Вот тут вот следует отметить, да, то, что Сальман Аль-Фариси, сподвижник, пусть Аллах будет им доволен, да, показывает то, что он был человеком высоких целей. То есть у него было все. У него был властливый отец, у него было богатство, огромное имение и так далее. И несмотря на это, Сальман не находил в себе спокойства. Он хотел что? Пищу для души. Он хотел найти истину. Он хотел приблизиться ко Всевышнему Аллаху. Вот это вот является примером для всех нас, что мы, мусульмане, да, мы должны стараться следовать высоким целям, а не то, как покушать, нажраться, поесть чего-нибудь вкусного, полежать, поспать, там, я не знаю, там, жениться, если это возможно, там, да, 1, 2, 3, 4, да, насколько это позволяет возможность. То есть, такими низменными целями. И даже, субханаллах, вот это вот проявляется то, что когда мы следуем каким-то целям, да, мы иногда даже, когда делаем садака, мы думаем только лишь о том, кого бы накормить, кому бы дать покушать. А мы не думаем о том, более каких-то глобальных проектах, о медресе, кого бы отучить, кому бы помочь. И вот просто как пример посмотрите, да, вот те мечети, которые были построены в Казани, Апанай мечети, Мерджани мечети, еще другие мечети, да, они же были построены именно людьми, и память о них сохранилась до сих пор. Наверняка и в их время, 2 века назад, 3 века назад, были те, которые кормили нуждающихся там и так далее. Я не говорю, что это плохо. Однако, когда человек должен или же стремится заниматься чем-то благим, он не должен ограничиваться только тем, кого бы накормить, и все. Я выполнил свое обязательство помогать нуждающимся, и все. И на этом я больше уже ими не занимаюсь и больше ими не думаю. Вот это вот, как сказать, не совсем именно то, что нужно в сегодняшний день нашей умме. И поэтому даже вот когда наступает месяц Рамазан, даже когда Курбан Байрама, да, когда мы режем Курбан, всегда звонят и говорят: Хазрат, нужны, говорит, список нуждающихся. Я говорю: хорошо. Только мне, говорит, нужны самые-самые такие.
То есть, которые лежат, умирают там на асфальте с протянутой рукой, да, воды, еды. То есть, как будто вот нужны именно такие, субханаллах. То есть, нуждающихся на самом деле очень много. И цели для благотворительности, их великое множество. И поэтому не нужно себя ограничивать только тем, какими-то естественными потребностями человека. Альхамдулилля, это тоже нужно выполнить, но нужно смотреть более глобально. Нужно смотреть более на высокие какие-то цели, когда ты можешь помочь не одному человеку, а 1000 людям. Ты можешь помочь многим людям. И альхамдулилля, вот каждый раз, даже вот те самые мечети, которые до сих пор стоят, да, функционируют, эта мечеть, альхамдулилля, да, уже больше 100 лет, как ее построили, да. Вы представляете, то, что те люди, которые это сделали, да, их давно уже нету в живых. Да? Они уже давно похоронены, кто может быть там в этом кладбище, да, старо-татарском кладбище, ново-татарском кладбище, кто-то еще где-нибудь, да, но до сих пор польза от их дела до сих пор идет им. Альхамдулилля. И поэтому нужно более мыслить, размышлять именно более высокими целями. И Сальман аль-Фариси, да, испытывая вот это вот, именно вот этот вот духовный голод, он всегда стремился как постичь истину, как приблизиться ко Всевышнему Аллаху, даже несмотря на то, что у него в мирских делах никаких забот, никаких проблем не было. Более того, мы сейчас чуть позже, иншаллах, да, посмотрим то, что он, что с ним потом стало, да, его потом продали в рабство, и он был рабом, и долгое время работал рабом. И имея все то, что у него было, но он все равно не смотрел на какие-то мирские трудности и достиг своей цели. Он нашел пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И после этого, когда, говорит, село солнце, я спросил у тех людей, у христиан, которые молились, откуда ваша религия? И они сказали, из Шама. И Шам – это область, так называли раньше, область, которая объединяла в себе Палестину, Иорданию и Сирию. Вот эта вот местность, да, как мы все знаем, то, что именно из Палестины и было распространено христианство, и где и был Иса ибн Марьям, алейхиссалям. И после этого, когда я вернулся домой поздно к отцу, отец уже начал рассылать своих людей, чтобы они нашли меня. И когда, то есть оставил все свои дела, все были заняты поиском мной. И когда же я вернулся домой, отец сказал: сынок, где ты был? Я не видел тебя сегодня целый день. И тогда я ему сказал: о мой отец, я сегодня проходил мимо таких людей, которые молились в своей церкви, и мне понравилось то, что я увидел из их религии. И я, клянусь Аллахом, находился рядом с ними до тех пор, пока не село солнце. И тогда мне отец сказал: сынок, в этой религии нет никакого добра. Твоя религия – это религия твоих отцов. Это лучше, чем остальные религии. И после этого я сказал: нет, клянусь Аллахом, на их религия лучше, чем наша. И тогда он испугался за меня, он привязал меня за ногу и закрыл в доме и перестал выпускать. И после этого я послал человека к тем христианам и сказал: если вдруг вам придет караван с торговцами из Шама, из числа христиан, сообщите мне об этом. И когда действительно прибыл караван в эту местность, он еще раз послал гонца и сказал, что сообщите мне в тот момент, когда они станут уезжать уже. Все будут готовы в караван, сядут, да, и будут готовы покинуть нашу местность. И после этого, когда мне сообщили, я отправился вместе с ними в Шам. И когда я, говорит, прибыл в Шам, я спросил, кто из местных жителей, из местных людей является самым лучшим человеком в религии. То есть самый богобоязненный, самый хороший священник, который там был. И тогда мне сказали, что такой-то священник в такой-то церкви, он самый богобоязненный, самый лучший. И я пришел к нему и сказал: я желаю принять вашу религию и хочу быть с тобой, служить тебе в твоей церкви, обучаться у тебя и молиться вместе с тобой. И тогда он мне сказал: заходи. И я зашел вместе с ним, но, к сожалению, этот человек, говорит, был плохим. Он побуждал людей давать садака, но при этом сам не раздавал их нуждающимся. И он прятал все у себя в виде клада и ничего не давал ни беднякам, ни нуждающимся. И даже, говорит, собрал все это богатство у себя в 7 больших кувшинах, все это золото и серебро. И после этого, когда я, говорит, увидел его двуличность, я очень сильно возненавидел его. И когда он умер,
и люди собрались, чтобы его хоронить, и уже хотели как бы его проводить с почестями. Я сказал то, что этот человек был самым скверным человеком. Он призывал вас давать садака, милостыню, но при этом, когда вы приносили ему садака, он прятал все это у себя, накапливал. И они сказали: а с чего ты это взял? Чем ты можешь доказать? И я после этого показал на весь его клад, где он все скапливал. И после этого люди разгневались, да, и что сделали? Мы, говорит, никогда, говорит, его не похороним. Повесили его и забросали его тело камнями. И после этого люди среди своих жителей выбрали другого священника. И вот хочу остановиться и вот здесь вот тоже, да. Знаете, уважаемые братья, это во всех религиях, и в том числе в исламе, является именно пагубным действием, когда человек что-то говорит, но сам не выполняет. И вот это вот является даже одним из аятов из Корана, да, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Лима таф'алуна ма ла таф'алуна». Смысл аята такой, сейчас не могу точно текст вспомнить, да? Почему вы говорите то, что сами не выполняете? «Лима такулуна ма ла таф'алун». Почему вы говорите то, что сами не выполняете? И знаете, этот аят и вот этот, вот, как сказать, эта ситуация, она обращена не только к священникам, хазратам, к имамам там и так далее. Она к каждому из нас обращена. Каждому из нас. Потому что так или иначе мы взаимодействуем со своими детьми, со своей женой, там, с родственниками, с близкими, с друзьями там, и так далее. Да? И хазрат ты, имам ты или простой прихожанин, тебе все равно приходится взаимодействовать с другими людьми. И вот когда ты что-то говоришь, если сам не выполняешь, знай, что ты находишься в очень опасном положении. И в судный день Всевышний Аллах тебя может подвергнуть наказанию. И поэтому даже когда мы говорим с детьми, даже когда мы с ними шутим, играем, не обещай, не говори тех слов, которые ты не сделаешь и не выполнишь. И даже когда, допустим, с детьми шутишь, играешь там, допустим, да, или же ребенок капризничает, плачет, да, иногда, чтобы успокоить его, утихомирить, да ладно, перестань, я тебе то-то куплю, это куплю, то дам, это дам, да. Иногда родители так и говорят. И вот в этот момент, если у них в намерениях не было исполнения этих самых слов, это будет записано ложью. Это будет записано грехом лжи. И поэтому, уважаемые братья, вот как было скверно положение этого человека, так скверно положение всех людей, которые что-то говорят и при этом не выполняют. И, конечно же, на имамах, на хазратах это большая ответственность. И даже среди ученых были те, которые, когда рассказывали вагаз, они перед этим сами выполняли то, что они рассказывали. И вот одну историю расскажу, и на этом прекратим, да? Остановимся, продолжим на следующих уроках. То, что один ученый, Ибн аль-Джаузи, Абуль-Фарадж Ибн аль-Джаузи, рахимахуллах, он был известен тем, что он очень был такой красноречивый хатиб, проповедник. И когда он рассказывал хутбу о чем-либо, все люди воспринимали это, плакали и тут же выполняли, исполняли. И видя это, один раб, который был в рабстве у другого человека, пришел к нему и сказал: слушай, хазрат, имам, хатиб, сделай хутбу про достоинство освобождения рабов. Я, говорит, хочу свободы. Мне, говорит, тяжко находиться в рабстве. Мой хозяин несправедлив там и так далее, да. То есть сделай так, чтобы меня освободили. Он говорит: хорошо. И после этого первая хутба, первая джумга, вторая джумга, третья джумга, нет ничего по освобождению из рабства. И потом только, через какое-то время, он произнес хутбу, где он рассказал про то, как ислам побуждает, освобождать, вызволять людей из рабства. То, что это достойное дело. И после этого этот раб, его хозяин, услышав эту хутбу, освободил его. И тот радостный прибежал к нему: «Альхамдулилля, меня, говорит, мой хозяин освободил. Но почему ты ждал все это время? Почему ты сразу же на следующую хутбу не мог этого рассказать, не мог об этом упомянуть?» И тогда Ибн аль-Джаузи говорит: я, говорит, накопил денег, которые были у меня, чтобы, говорит, пойти и купить на рынке раба и потом освободить его. И только лишь потом, говорит, я, говорит, сделал хутбу про это. То есть сам выполнил, сам это осуществил и только потом притворил в жизнь. И поэтому, уважаемые братья, пусть Аллах Субхану ва Тааля сделает нас всех
такими, чтобы наши слова совпадали с нашими делами, чтобы это было искренне ради довольства Всевышнего Аллаха, и чтобы мы ценили блага, и в первую очередь благо ислама, что Аллах Субхану ва Тааля оставил нас на веру, на иман. Но его история Сальмана Аль-Фариси, она очень большая, и на этом не ограничиваемся. И вперед забегая скажу, то, что священники были хорошие после этого, да, только он был плохой, которые после этого были 3 или 4 близких друга Сальмана Аль-Фариси, они были очень достойными людьми, и именно они потом направили его именно искать пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, именно вот в пустыню, где растут финики. На этом остановимся. Иншаллах, на следующих уроках завершим эту историю. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.